Ежегодно Почта России вводит новые виды оказания услуг для улучшения качества обслуживания населения в нашем регионе. Еще в 2015 году между главой Ингушетии и директором Федерального управления Почты России Дмитрием Страшновым было подписано соглашение о взаимодействии между федеральным почтовым оператором и республикой. У меня как главы субъекта нет ни нареканий, ни замечаний, есть полное взаимодействие с вашими подчиненными. Скажу более, есть здоровая инициатива в этом плане, и я, по крайней мере, за 2 года, если так вспомнить, не видел особо жалоб населения в работе почтовых работников. Сами почтовые отделения в своем большинстве за последние 3 года приведены в соответствие с нормами, но есть те почтовые отделения, которые требуют, конечно, не только капитального ремонта, но и, наверное, сноса и построения новых почтовых отделений. Почему? Потому что находятся в приспособленных помещениях. Должен отметить, что действительно я высоко ценю отношения, которые сложились между нашими коллегами и руководством администрации республики. Это действительно для нас в определенной степени, наверное, является таким хорошим показателем и, наверное, примером для всех, не только Кавказских республик, многих других республик, других регионов, которые удалось объехать. Это взаимопонимание, это поддержка, это действительно участие в жизни Почты России. Ну и, соответственно, Почта России тоже старается здесь оставаться на уровне и в том числе достойно оказывать весь спектр социально значимых услуг, да, и, в общем-то, быть достаточно активным игроком социальной и политической жизни республики. Соглашение дало свои плоды. В столице республики за короткий срок возвели 3-этажное здание нового управления, которое отвечает всем современным требованиям. И здесь предусмотрены все удобства как для абонентов, так и для сотрудников. В здании 3 этажа плюс подвальная зона. За последний месяц к объекту были подведены все коммуникации и проверена их исправность. Дело осталось за малым – провести внутренние отделочные работы и установить необходимую технику. По словам рабочих, оборудование и мебель уже закуплены. Теперь они ждут монтажа и установки. Строительство начато в 2016 году, в прошлом году в ноябре месяце. Выполнены все техэтажи, выполнены подвальное помещение. В принципе, ведутся все отделочные работы, подведены все коммуникации, инженерные сети. Но в основном осталась только отделка. Все кровельные работы, все работы закончились. Остались отделочные работы и осталось благоустройство. Но так как погода вносит свои коррективы, у нас благоустройство будет немного оттягиваться из-за дождей. А в основном все сделано согласно всем правилам СНИПа и МИРов. То есть, соответственно, все четко и правильно. Подрядная организация, которая и велось строительство объекта, ручается за качество всех работ. И считает, что главное – ответственное отношение к своему делу. Открытие объекта запланировано на 15 июля к 25-летию Республики и Дню Почты России. Уже очень скоро все эти пустые кабинеты займут сотрудники отделения. С правой стороны у нас будет располагаться почта-банк, там же будет банкомат. То есть люди могут оплатить счета там за свои жилищно-коммунальные услуги и так далее. На 2-м и 3-м этаже, а также в техническом подполье планируется размещение сотрудников управления Федеральной почтовой связи. В старом здании управления Почты России не было всех необходимых удобств. Отсутствие складских помещений, место для информационно-вычислительного центра. Здесь же площадь нового объекта позволяет не только решить эти проблемы, но и с открытием нового здания управления штат ведомства будут расширять. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24.